Микоми. Параков. Слава Богу. Слава Богу, всех приветствую. Передаю сразу большой привет всем вам из города Коврова, от наших братьев и сестер из Коврова, ну и из Коми Республики тоже. Передавали большой привет. Слава Богу, хотели многие приехать, что-то так не получилось, но я думаю, даст Бог, в следующий раз получится. Слава Богу. Благодарю Бога за вас, за вашу церковь, за каждого из вас, за ваших служителей, что вы служите, познаете, возрастаете, верны Господу. Это очень здорово, и это очень ценно для Бога. Сегодня это очень важно и ценно. Слава Богу. Я верю, что ваш труд, я верю, что ваши старания, они не будут пустыми и тщетными. Я верю, что вы будете видеть много плода. Вот. Я это верю в 100%. Так что будет тут 2 служения в воскресенье проходить. Тут у вас народу будет очень много. Вот, слава Богу. И пусть будет так. Слава Иисусу. Можно я вкратце помолюсь, да? Господь, славлю Тебя, благодарю Тебя. Спасибо Тебе за все. Боже, веди, направляй, пусть будет Твоя воля. Именем Иисуса. Спасибо Тебе. Да прославится Твое имя, Господь. Спасибо Тебе. Аллилуйя. Аминь. Слава Богу. Ну, я хочу просто поделиться некоторыми моими переживаниями, которые были в последнее время. Я не люблю как-то у меня в сердце нету такого, проповедовать о каких-то таких высоких вещах. Я более такие земные, житейские, то, что нам близко, то, что нам нужно, то, что нам необходимо сегодня. Вот, и мы, наверное, каждый из нас сталкивается с такой ситуацией в нашей жизни, когда нам хочется большего. Вот, наша жизнь, наша духовная жизнь нас уже как-то не удовлетворяет. Хочется как-то большего. Хочется каких-то перемен в нашей жизни. Вот, одно и то же, вот эта обыденность житейская, семейная, духовная, душевная, физическая. Что-то хочется какого-то движения, хочется жизни. Вот, и у меня, наверное, последнее время, последние недели, вот эти переживания, они как-то умножились, они как-то увеличились во мне, как-то их больше стало. Я уже как-то вроде все хорошо, молюсь хорошо, в служении все хорошо, в церкви тоже все хорошо, в семье тоже все хорошо, но что-то не то, чего-то не хватает. Вот, и молюсь, Господи, чего не хватает, что не то. Вот, и в сердце, когда я общался с Богом, прислушался и внутри слышу, что Бог призывает к посвящению. Я такой, так я уже вроде посвящен. Куда еще посвящать-то уже? Я уже не знаю уже. Так про себя так размышляю, рассуждаю. Вот, и чувствую, что Бог ожидает от меня осознанного посвящения. Вот, и я читаю Слово Божье, и мне коснулся один стих. Написано в Деяниях апостола, 20 глава, 22 стих. Там написано, «И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною». Деяния 20:22. «И вот ныне я по влечению Духа». Вот это выражение апостола Павла «по влечению Духа», оно как-то меня коснулось, привлекло мое внимание. Я начал размышлять по влечению Духа, по влечению Духа. Это значит, Дух Божий влечет. Как-то внутри дает о себе знать. Я начал так размышлять, спрашивать у Бога. Я понял, что у меня внутри вот это желание, которое появилось, то, что я хочу больше. Мне уже мне сегодня не удовлетворяет. Хочу большего. Хочу больше огня. Хочу больше силы Божьей. Хочу больше живых откровений. Хочу больше самого Бога. Я понял, это и есть во мне влечение Духа. Я понял, что Дух Божий, Он как-то начал меня привлекать к тому, чтобы я больше как-то начал жаждать. Потом это слово «влечение» я нашел в симфонии еще один стих, и меня этот стих тоже коснулся. Написано в Евангелии от Иоанна, 6 глава, 44 стих. Написано, «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня. И я воскрешу его в последний день». Иоанна 6:44. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец».
привлечет. Да? То есть Бог, Он привлекает нас к себе, и мы приходим к Нему. И мы с вами понимаем, вот мы же все пришли к Богу, да? Мы все люди верующие, вот, иначе бы здесь мы не сидели с вами, да? Вот, мы верующие, мы верим в Господа, мы любим Бога. Но как мы пришли к Богу? Не просто же кто-то нам что-то сказал, нам это понравилось, и мы пришли. Скорее всего, что-то было такое более сильное и более глубокое. Переживание, какое-то желание, понимание. И это было не где-то снаружи, а это было у нас внутри. Да? Вот, то есть внутренний голос, внутренний зов Божий, внутреннее вот такое влечение, привлечение или переживание от Духа Святого, оно как-то давало о себе знать внутри нас. И нас потянуло к Богу. И мы захотели с вами жить с Богом. Мы захотели с вами жить по воле Божьей. У нас появилось желание познавать Бога, молиться. Да? И когда мы начали ходить в церковь, когда мы покаялись перед Богом, у нас появился такой духовный аппетит. Нам захотелось не просто молиться, изучать Слово Божье, слушать проповеди, питаться духовной пищей. То есть вот это действие духовное, оно у нас как бы зародилось и начало у нас умножаться. Вот. И также я понял, что влечение Духа Божьего внутри нас, это не только то, что у нас как бы появляется внутри желания, которое появляется внутри желания, которое нас притягивает к Богу. Я заметил, что влечение Духа Божьего, это также еще то, что не хочется от чего-то делать. Не хочется делать то, что не угодно Богу. Не хочется грешить, не хочется жить по плоти, не хочется в жизни, вот, например, у меня как было, вот мое состояние, моя жизнь меня уже не удовлетворяет. Мне уже что-то не нравится. Я понял, это тоже было влечение Духа Божьего, это тоже было действие Духа Божьего внутри меня. Я начал размышлять. И я такое слышу внутри, осознанное посвящение. Не просто посвящение, а именно слово-то осознанное посвящение. Я такой размышляю, день, второй, осознанное посвящение. Это значит осознанно, вдумчиво, с пониманием посвятить себя Богу. И я думаю, что это даже не все. Я думаю, что этого даже недостаточно. Осознанное посвящение – это когда я в молитве посвятил себя Богу. Я помню об этом. Я не забываю об этом. Я замечаю, что очень часто в нашей христианской жизни мы говорим Богу слова посвящения, и эти слова, они такие, несерьезные. Они не несут за собой никакой ответственности, и они такие поверхностные. И чаще они на эмоциях. Мы поем Богу: Господь, отдаю Тебе все. Да? Мы молимся: Господь, я посвящаю Тебе свою жизнь. Если служение нам понравилось, если слово какое-то нас коснулось, мы говорим: Господь, пусть Твоя воля исполняется в моей жизни. Но на самом деле это очень серьезные слова. И мы не можем впустую просто разбрасываться такими словами. И когда внутри у меня звучало вот это вот понимание, что осознанное посвящение, то есть Бог ожидает от меня, когда я просто приму решение, не просто на служениях петь красиво, говорить красивые такие слова, которые о посвящении, а именно в тишине, на коленях, в смирении, посвятить себя Богу, не на эмоциях, в таком спокойном, таком душевном состоянии, и думать об этом, помнить об этом. Я когда подумал, что Бог от меня этого ожидает, как-то страшно стало, какой-то страх пришел в мою жизнь. Страх не то, что я боюсь Бога, а просто я понимаю, что когда ты живешь с Господом, когда ты постоянно стремишься к тому, чтобы познавать Бога, развиваться духовно, исполнять Его волю, служить, то никогда не проходит это как-то всегда гладко. То есть мы всегда проходим какие-то моменты в своей жизни трудностей. Всегда какие-то трудности, всегда какие-то испытания, всегда какие-то непонимания, всегда какие-то разногласия. То есть ты всегда это будешь проходить. Без этого служения Богу, наверное, не бывает. Вот, и я понимаю, что если я сейчас стану на колени, еще
когда ты вот на этот путь уже стал, чтобы служить Богу, всегда вот ты ходишь в таком смирении, всегда сканируешь себя, анализируешь свою жизнь, пытаешься, чтобы не жить по плоти, не согрешать где-то. Это обычная жизнь обычного христианина, а когда служителя, это еще умножается еще в несколько раз. Все это бремя, вот эта вот нагрузка, и ответственность. И я понимаю, что если Бог ожидает от меня глубокого, осознанного посвящения, если я стану на колени, значит, придется через что-то проходить. И мы понимаем, когда мы молимся Богу и говорим: Господь, дай мне веры. Никогда вера вот так не приходит. Здравствуйте, я ваша вера, да? Когда мы говорим: Господь, дай мне любви, любовь также не приходит. Когда мы говорим: Господь, дай мне терпение, терпение также не приходит в коробочке с бантиком. Когда мы говорим: Господи, дай мне мудрости, что бы мы ни просили, никогда просто так оно не приходит. Я не знаю, может быть, у вас так. У меня так не приходит. У меня так не работает так. Но хотелось бы, конечно, да? Я понимаю, что если я хочу чего-то большего, веры, познания, откровений, любви и так далее, то придется через что-то проходить. Придется через что-то проходить, что-то Бог будет делать во мне. А это значит, какие-то ситуации, которые мне далеко не понравятся. Я не буду радоваться от этих ситуаций. Это мы на эмоциях мы можем говорить, в испытании радуйтесь и так далее, да? Но когда мы попадаем в эту ситуацию, и в тот момент, когда у нас такие переживания, когда давление, непонимание, что-то еще в тисках, где-то что-то ты находишься, кто из вас в этот момент улыбается и радуется? Я не встречал таких людей еще. Которые в этот момент, они: о, аллилуйя, в Божьем присутствии. Такого не знаю. Мне кажется, не бывает такого. Но хотелось бы, да? И я такой: Господи, я понимаю, что надо. Ломка у меня пошла. Прям так и было. Внутри чувствую Дух Божий. Давай, жду. Я такой: Господи. Это пару недель так было. Подхожу к жене, говорю: Наташа, все объяснил. Я говорю: Бог привлекает к чему-то большему. Я чувствую, что Бог хочет дать больше. И мне это все не удовлетворяет. Я слышу, внутри Бог призывает к посвящению осознанному. А это знаешь, что такое? Она такая: да, я знаю. Я говорю: это значит, я помолюсь, я, скорее всего, помолюсь. Сейчас созрею, я, скорее всего, помолюсь, стану на колени и помолюсь. Но ты знаешь, что не я один буду проходить это. Мы с тобой будем вдвоем это проходить. Мы же с тобой одна плоть, мы вместе. Тебя это тоже коснется. Она такая: да. Такое смирение. Я говорю: все, я, наверное, уже все завтра буду молиться. Представляете, как-то до этого как-то не думал вообще об этом. Потому что, скорее всего, не было таких пониманий, что такое посвящение. Не было, может быть, еще не понимал глубину посвящения и ответственности. Потому что мы можем легко говорить Богу: посвящая себя тебе, да? Пусть твоя воля. И потом забываем. И у нас обыденная жизнь, каждый день живем, трудимся, работаем. И мы как-то уже забыли, вспомним где-то опять на служении, опять себя посвятим. Такая христианская жизнь в основном. Конечно, не у всех. И я говорю жене: Наташа, завтра поеду в храм, буду молиться, встану на колени, буду посвящать себя. Она такая: хорошо. Все, я помолился. Наступило завтра, быстро наступило. Я встал на колени утром, и посвятил себя Богу. Господь, я говорю: Господь, я осознанно себя посвящаю Тебе. Пусть будет Твоя воля. Я прям вдумчиво говорил эти слова. Говорю: Господи, веди, направляй. Я понимаю, Бог, что если Ты хочешь мне дать, а я хочу, чтобы Ты мне дал больше, то я понимаю, что мне придется через что-то проходить. Я знаю, что от чего-то Ты меня будешь избавлять и освобождать. Я это знаю. Говорю: я готов. Все. Ребят, долго не пришлось ждать. В тот же день
Я даже не понимаю, почему. Я даже не понял, откуда все это. У нас между мной и женой просто непонимание. С пустого, как бы, с ровного места. Быстро прямо. Я не ожидал, что так быстро это будет. Вот, наверное, у Духа Святого уже не было терпения, наверное, уже держал в руках, когда же он, когда. И вот наконец-то отпустил. Вот же вот Дух Святой, да. И вот, и как-то вот, не кричали там, ничего такого не было. Такое непонимание. Я говорю одно, а она мне другое. И мы как будто не слышим друг друга. А когда вот как бы есть какие-то такие непонимания, но мы же люди эмоциональные, у нас есть эмоции. И я не знаю, как у вас, но я как мужчина, тем более как глава семьи, когда что-то говорю, и когда моя жена меня не слышит, не понимает, я как-то не очень радуюсь этому. Вот. И я чувствую, у меня эмоции начинают подниматься. Вот, поднимается, до мозгов уже дошли уже. Вот, и когда вот эти эмоции, знаете, вот у нас как бывает в жизни, когда мы где-то, раздражаемся, злимся, там, да, гневаемся и так далее, мы часто вот в таком состоянии, эмоционально, в таком возбужденном состоянии, в негативном, часто мы совершаем ошибки. А потом, когда мы успокаиваемся, мы жалеем об этом. Вот, и я понимаю, вот, мозги у меня еще холодные, они еще работают. Я чувствую, эмоции поднимаются, дошли до мозгов. Я такой, так подожди, это ненормально вообще. Вот, и поймал себя на этом. Говорю, стоп, все. И сделал такую, взял паузу, вот, перестал что-то там доказывать, что-то там, жене. Такой, не, надо успокоиться, это ненормально. И чувствую, эмоции вниз пошли. Вот, мозги опять немножко так освободились. Я говорю, Дух Святой. А я такой, я же посвятил себя Богу. Точно. Дух Святой. И сразу спрашиваю, что ты хочешь мне сказать? Что тут не то? А чего ты хочешь вот здесь, в этой ситуации, меня избавить? И долго опять не надо было ждать. Сразу пришло понимание. И у меня было понимание. В последнее время ты стал слишком требовательным к своей жене. Вроде как бы такая мелочь. Как это влияет на духовный рост, на познание Бога? Вот. Я такой... И знаете, как вот картины пошли? Как бы начал себя видеть, где я там был не согласен, там замечание сделал, тут не так, здесь не по-моему, здесь неправильно. Я такой, точно. Вот, я такой начал размышлять, эмоции уходят, и успокоился. Опять мир такой пошел. Я такой, точно, Дух Святой, так и есть. Я увидел себя со стороны. Вот, и я благодарю Бога, что Бог вот эти вещи открывает. Я говорю, Дух Святой, прости, я все принимаю решение, я не буду слишком требовательным, я все это оставляю. И как и так легко получилось. Как бы не было, как бы, так, я спорю там, упираюсь там, что-то еще. Мне не надо было ничего доказывать. Как-то я сразу понял, это Божья милость. Вот, и все, я не буду больше требовательным, покаялся, попросил Бога прощения, позвонил жене, сказал, Наташа, я понял, что я стал к тебе в последнее время слишком требовательным. Она такая, ага. Я такой, прости, пожалуйста, я понимаю, что это ненормально, я хочу, чтобы у нас было все хорошо. Я понял, что очень важный принцип, когда у нас есть с кем-то какие-то отношения, независимо, это жена, муж, дети, там, братья, сестры, очень важно, чтобы тот человек, с кем ты имеешь хорошие отношения, пребывая рядом с тобой, чувствовал себя свободно, без напряга. Это очень важно. Вот это я понял. Мы можем, где-то, мы думаем, когда мы говорим, учим там, что-то еще, и мы думаем, так правильно. Но мы очень редко задумываемся о другой стороне в отношениях. А насколько себя другой человек, который вот общается с тобой или рядом с тобой, чувствует себя, когда он рядом с тобой. Как он себя чувствует? Что он переживает? И вот то, что он переживает, находясь рядом с тобой, это показывает, насколько Бог через тебя может действовать на это, влиять на этого человека. Понимаете, это очень важно. Иоанн Креститель говорил, что приготовьте путь к Богу. Это важно, чтобы на самом деле, вот это я для себя подчеркнул, я это понял. Я задумался точно. И я уже начал как-то вот в этом направлении больше думать, чтобы другие люди, с кем я общаюсь, чувствовали себя свободно, комфортно, находясь рядом со мной. И вот с женой вопрос исправил, попросил прощения, она меня простила. И вы знаете что?
когда жена меня, без проблем, ей не надо было напрягаться, чтобы меня простить. Она просто легко простила, все это отпустила. И я пережил такую близость с Духом Божьим внутри. Я как-то почувствовал, что как-то я ближе стал к Богу, и Бог ближе стал ко мне. Я это почувствовал. Какое-то оживление внутри. Начал переживать близость Бога внутри и любовь Его присутствие. Хотя я не был на служении нигде. Так здорово. Мне так понравилось. И я начал размышлять. И в нашей жизни и апостол Яков говорит: приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам. Слышали, да, такое местописание? И когда мы слышим, или когда, например, мы читаем это место: приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам. Я раньше очень часто думал, и для меня намного было привычнее так размышлять: приблизьтесь к Богу. То есть, что значит для меня приближаться к Богу? Это значит, первое, что на ум приходит, вот, например, если даже вы себя спросите, вот как мне приближаться к Богу? Вот первое, что приходит чаще всего на ум, это молиться, Библию читать, в церковь ходить, служить, что-то такое, какие-то духовные, какие-то религиозные действия. И чаще всего у нас так и происходит. И мы думаем, приближаться к Богу, это нужно на собрание ходить, Библию читать, молиться, поститься, там, еще что-то, какие-то дела такие духовные делать. Я понял, что это не все. Это только одна сторона. Если у нас работает хорошо вот эта сторона, а вторая сторона не работает, то в нашей жизни мало Бога. И в нашей жизни мало проявления действия Духа Святого. А вторая сторона, это то, что я увидел через то, что я прохожу, это обычное послушание Богу в ежедневной или каждодневной нашей жизни. Понимаете, я это увидел. И вот классный стих есть вообще. Я хочу прочитать это местописание, только в современном переводе, МДР. Не знаю, у вас там есть, нет? Это 1 Петра 1:2. И там написано, 1 Петра 1:2, современный перевод МДР. По замыслу Бога, Отца, в далеком прошлом вы были избраны через освящение Духом и стали Его святым народом, благодаря Духу. Вы были избраны стать послушными Ему и очиститься через окропление кровью Христовой. Благодать вам и мир да умножится. Еще раз прочитаю. Там какой перевод? МДР? Ну ладно. Там сейчас как там? Можно сначала? Это есть сначала, да? По предведению Бога, Отца, через освящение Духом для повиновения Иисусу, Христу и окропления Его кровью. Да, похоже. То есть повиновение, да? А здесь немножко по-другому. По замыслу Бога Отца в далеком прошлом вы были избраны через освящение Духом и стали Его святым народом благодаря Духу. Заметьте, да? То есть участие, прямое участие Святого Духа в жизни человека. Прямое участие. Мимо Духа Божьего, никак у нас ничего не получится вообще. Он нас избрал в далеком прошлом, да, через освящение. То есть освящение, если я правильно понимаю, это отделение. То есть Дух Святой нас отделил из этого мира к себе, к Богу. Он отделил. Далее, стали Его святым народом, святым, то есть отделенным народом для Бога. Благодаря Духу вы были избраны стать послушными Ему. Стать послушными Ему и очиститься. И очиститься через окропление кровью. Вот это очищение. Я заметил, что мы иногда вот эту сторону в своей жизни упускаем. Мы стараемся быть верными в том, где мы привыкли. Это вот такая, я это для себя назвал, такая религиозная дорожка. То есть в нашем разуме уже вот эта дорожка есть, проложенный путь, определенное понимание, это матрица, как мы можем угождать Богу и как мы можем жить жизнью, угодную Богу. Как можем приближаться к Богу. Это, опять же, ходить в церковь, молиться, прославлять, проповедовать и так далее. Да? Это все классно, это все здорово и это все важно. Но у нас же есть жизнь. Мы же не всегда молимся. Мы же не всегда, не каждый день проповедуем, не каждый день поем псалмы, не каждый день там еще Библию, постоянно Библию читаем и так далее. У нас просто есть жизнь.
где у нас есть отношения с людьми, у нас есть дом, семья, работа и так далее. И Бог, Он также желает принимать активное участие в нашей в этой жизни, обычной жизни. Это важно. И я понял, что не надо иногда просто стараться какие-то религиозные поступки делать, чтобы приблизиться к Богу, а просто быть послушным Ему в том, что Он лично тебе говорит. И когда я заметил, что этот первый шаг, который был, я стал слишком требовательным к жене. Я понял, у Бога попросил прощения, у жены попросил прощения. Я почувствовал близость внутри, это Божье присутствие внутри в моем сердце. Мне это так понравилось. Потом, через какое-то время, Бог показал мне второй шаг. Вот здесь тебе надо измениться. Я такой, хорошо, я не буду это делать. Убрал. Опять близость внутри, опять Божье присутствие. Я такой, вау, круто. Я даже не всегда такое Божье прикосновение переживаю, когда, скажем, проповедую, когда там молюсь, прославляю Бога. Бог касается тогда, это все классно, но здесь как-то по-особенному как-то Дух Святой начал касаться. И мне это так вдохновило. Потом еще один шаг Дух Святой показал. Вот тебе здесь надо измениться. Я говорю, хорошо. Оставил. Уже не делаю того. И опять прикосновение Духа Божьего. И это здорово. Я понял, настолько важно в нашей жизни это осознанное посвящение. Мы думаем об этом. Ты помолился Богу, посвятился Богу. И ты знаете, как будто встал на этот путь. И ты не забываешь. И ты просто живешь этим, ожидаешь, когда Бог тебе что-то будет открывать, Бог тебе что-то будет показывать. И ты это делаешь. И это очень нравится Духу Божьему. И сейчас, проходя этот путь в своей жизни, осознанного посвящения, я заметил еще больше, Дух Святой начал еще больше участвовать не только в моей жизни, а в жизни других людей, с кем Бог связал, кому мы служим, с кем мы общаемся. Я заметил, Божье присутствие, оно умножилось не только в моей жизни, но и в моей семье, и на служениях, на домашних группах. Я это даже начал просто замечать. И мне это так понравилось. Вообще думаю, так здорово. Я, бывает, молюсь, пощусь, чтобы Бог как-то являл себя. А тут просто делаю то, что Он мне открывает. И Бог приходит и отвечает. И Он как-то умножается. И даже сейчас, в этой поездке в Коми, я езжу, я замечаю, я даже много не говорю. Как-то меньше говорю и просто наблюдаю, как Дух Святой что-то делает. Я вижу, там Бог коснулся, там кто-то заплакал, там кто-то возрадовался, там кто-то что-то понял. Думаю, тут так здорово вообще, классно. И это то, как раз, что я хочу, о чем я мечтаю, чтобы было больше Бога, было больше Божьего участия. Это важно. И знаете, наша христианская жизнь, она... когда есть в нашей христианской жизни хорошее библейское учение, это супер. Хорошие семинары, библейские школы, нас учат, наставляют, наши служителя, наши пастыря, это супер вообще. Но если там не будет сверхъестественного Божьего проявления, это учение, это будет просто буква. И она тебе жизни не даст. Заметьте, что мы можем за эти долгие годы нашей религиозной жизни мы можем много знать. Да? Много знать. И когда где-то кто-то не так поступает, мы можем очень быстро правильные вещи ему сказать, научить, обличить и так далее. Но когда мы еще развиваемся в отношениях с Богом, в отношениях с Духом Божьим, и когда действие, участие Духа Божьего в твоей жизни, оно тоже присутствует, то ты уже совершенно по-другому реагируешь. И когда Дух Святой касается, это живая вода. И это здорово. И должно быть учение, монета с двух сторон, да, должно быть хорошее, здравое библейское учение. И также в твоей жизни водительство, участие Святого Духа Божия. Аминь. Это очень важно, друзья. Я замечаю, что люди, которые в своей жизни
убеждаются, они убеждены, да, и говорят, что я знаю Бога, я люблю Бога, у меня с Ним все хорошо, и они все знают, и они как бы все знают, как все правильно делать, как служить, как проповедовать, как помочь, они все знают. Друзья, это мало работает. Я просто в своей жизни это замечаю. Это мало работает. Но когда Бог приходит в жизнь человека, да, и начинает касаться сердца, это намного сильнее. Это классно. Вот, и просто, например, когда мы видим, вот эта первая реакция у верующих людей часто бывает, но не у вас. Вот, у верующих людей часто бывает, например, когда кто-то где-то неправильно поступает. В нашем разуме есть определенное библейское религиозное знание. Но сердце, оно наше не чувствительно к Духу Святому. И что мы делаем в первую очередь? Я редко вижу, что кто-то реально проявляет любовь. В первую очередь в голове осуждение идет. Неправильно, не так. Начинаем учить. Понимаете? То есть редко кто реально относится к ошибкам других людей с глубоким переживанием и с попыткой понять человека. Понимаете? А Дух Божий именно так и действует. Когда ты движим Духом Божьим, и ты видишь брата или сестру согрешающего, ты не будешь торопиться его осуждать. Ты будешь с пониманием, что Дух Божий – это Дух любви. Понимаете, да? И будешь подходить, чтобы попытаться понять человека, увидеть корень, причину и высвободить вот эту Божью любовь, Божье прикосновение, чтобы он изменился или она изменилась. Аминь, друзья? Это очень важно. Поэтому влечение Духа Божьего, влечение Бога. Бог, когда дает о себе знать внутри нас. Если ты сегодня рожден свыше, то я уверен в том, что Дух Святой, Он очень часто тебя куда-то влечет. Я уверен в том, что Он часто тебе что-то говорит, часто тебя куда-то направляет. Вот. И это не всегда желание молиться, это не всегда желание поститься, там, служить. Это да и аминь. Но это также может быть какой-то внутренний, какой-то дискомфорт внутри, какое-то неудовлетворение, что-то не то, что-то не то, что-то мне не нравится, что-то здесь непонятно, но надо что-то поменять. Ребята, вот кто меня понимает? Были у вас какие-то подобные переживания? Да? Вот. Друзья, у меня сейчас как бы такая просьба к вам. Я предлагаю сейчас помолиться. Помолиться и еще раз обратить свое сердце именно к Богу. И Богу, который внутри тебя. Еще раз попытайтесь сейчас просто услышать. Можем музыку включить? Просто какую-то тихую, спокойную музыку. Вот. И давайте мы сейчас спросим у Господа, что Бог от меня ожидает. Возможно, а я думаю, что это было, что Бог, Он призывает тебя к серьезным отношениям с Ним. Я верю, что Бог, Он давно тебе уже внутри говорит о настоящем посвящении. Посвящение, которое ведет тебя в постоянство. Посвящение не то, которое на эмоциях ты помолился, успокоился и живешь своей жизнью. Посвящение, которое ведет тебя в постоянство именно переживания Его присутствия, Его воли, Его сердца, Божьей любви. Возможно, в твоей жизни есть какие-то поступки, которые ты понимаешь, что они тебя не приближают к Богу. Возможно, есть какие-то поступки в твоей жизни или привычки, которые тебя как-то, может быть, отдаляют Его, а может быть, отдаляют тебя от Него, а может быть, держат тебя на расстоянии от Бога. Я уверен в том, что есть человек, есть люди, которые, хотят быть ближе к Богу, хотят переживать Божью любовь, хотят просто чувствовать Его сердцебиение, быть ведомым Духом Божьим каждый день, быть наполненным. Я уверен, что есть такие люди здесь, в этом зале. И Бог влечет тебя. Потому что Дух Святой, Он на это и пришел на землю, для этого, чтобы помочь тебе приближаться к Нему и познавать Его. Это Его воля, это Его желание, это Его мечта. Если ты чувствуешь внутри зов Духа Божьего,
Склони сейчас свою голову перед Господом и просто искренне попроси у Него прощения. Скажи, что ты чувствуешь внутри. Если ты чувствуешь внутри влечение Божье, если чувствуешь, что Бог тебя влечет к большему, Бог тебя влечет, чтобы ты еще был ближе к Нему, скажи Ему об этом, что да, Господь, я хочу быть ближе к Тебе. Я хочу познавать Тебя. Я не хочу быть человеком, который просто живет поверхностно, принимает решения безответственно. Я не хочу быть таким человеком, который живет только на эмоциях. Сегодня есть настроение, живу и радуюсь, люблю. Завтра нету настроения, уже все, ни с кем не хочу разговаривать. Я не хочу быть таким человеком. Я хочу быть тем, кто реально, по-настоящему любит Господа. Господь, и тем человеком, который ведом Духом Божьим каждый день и переживает Божью любовь и Божью близость в своем сердце каждый день и постоянно. Спроси у Бога, что мешает тебе приближаться к Нему. Пусть Он покажет тебе, если ты этого хочешь. Знай, если ты попросишь об этом Бога и скажешь: Господь, покажи мне, что мне нужно поменять в моей жизни, от чего мне нужно отказаться. Бог тебе покажет. Но ты возьмешь ли ты ответственность, чтобы реально отказаться от чего-то и ходить в смирении? Это очень важно. Если ты примешь это решение, быть послушным Богу, то Бог, Он просто будет в тебе умножаться. Ты будешь чувствовать Его любовь. Господь, покажи. Я прошу Тебя, покажи, в чем нужно мне поменяться, от чего нужно отказаться, что мешает мне сегодня приближаться к Тебе. Выйти из этой духовной обыденности и войти в новое, войти в большее, иметь более глубокие отношения, глубокое христианство. Господь. Аллилуйя. Я для себя понял две вещи. Такой принцип. Не делай то, что не нравится Духу Божьему. И делай, что говорит тебе Дух Святой. На самом деле в этом много что заключается. Не делай того, что не нравится Духу Божьему. Просто не делай. Начни. Может быть, когда ты вот об этом думаешь, может быть, ты думаешь, что вот да, мне надо поменяться, и может быть перед тобой сразу вырисовывается такая картина, где куча недостатков в твоей жизни, куча минусов. У меня такой совет тебе. Не ставь сразу высокую планку. Вот от всего отказываюсь. У тебя не получится. И ты сразу же при первой возможности, когда ты от чего-то отказался, а ты опять поступил по плоти, придет огорчение или разочарование. Не ставь высокую планку. Как съесть большого слона? По кусочкам. Поэтому шаг за шагом. Дух Божий, Он настолько тебя любит. Бог настолько Он ценит тобою. Он не хочет просто, знаете, как-то вот погрузить тебя в такие тиски, где ты будешь мучиться. Он это делает аккуратненько, по твоим возможностям, по твоим силам. Он покажет тебе одно, вот здесь откажись, вот это не делай. Здесь ты одержишь победу, потом второе покажет. Потихонечку, потихонечку. И шаг за шагом ты будешь приближаться к Нему. Ты будешь другим человеком. И когда ты будешь верен Богу в твоей ежедневной, вот обыденной жизни, поменяется в твоей жизни все. Молитва поменяется. Отношение к Богу поменяется. Отношение к людям поменяется. Потому что Божьего света будет в тебе больше. А там, где свет, там нету тьмы. Аминь. Это очень важно. Делай это. Возьми сейчас в своей жизни такое направление. Не просто
оставаться верным в том служении, где ты уже служишь. Это да. Но возьми себе направление в другую сторону, в твоей вот каждодневной жизни. Слушаться Духа Божьего. Спрашивай Его. Ожидай Его внутри. Он тебе говорит. Он каждому говорит. Он никогда никого не пропускает. Но просто слушайся. Не делай то, что ему не нравится, а делай то, что он тебе говорит. Это здорово. Аминь, друзья. Хорошо, слава Богу. Господь, слава Тебе. Благодарю Тебя. Прославляю Тебя. Величаю Тебя, Господь. Бог, веди, направляй. Дух Святой, умножайся в жизни каждого. Дух Святой, умножайся в жизни каждого. Аллилуйя. Говори каждому, вразумляй каждого, направляй каждого. Дай способность слышать Тебя. Дай способность понимать Тебя. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе, Господь. Благодарю Тебя за все. Слава Тебе, Боже. Хвала Тебе, Бог. Аллилуйя. Ну, в принципе, все, что было в сердце, я сказал. Вот. Если есть люди, за кого надо отдельно помолиться, можете или сейчас, или потом, мы можем с пастором Данилом помолиться за вас. Вот. Если вы чувствуете, что за вас нужно помолиться именно в посвящении, именно в развитии отношений с Богом, это очень важно. Еще одна мысль, сейчас вспомнил. У каждого из нас есть, мы молимся за нужды, да, за какие-то устройства, решение каких-то проблем. И мне тоже такое понимание было, что когда мы приходим к Богу только за тем, чтобы помолиться за решение каких-то нужд или проблем и так далее, то, знаете, вот это показывает нашу, вроде как бы все хорошо. Да, Бог любит нас. Да, Бог готов нам помочь, готов нас поддержать и благословить. Но когда у нас только это показывает нашу недальновидность. Потому что проблемы, они, мы же видим проблему вот здесь, вот, да, Господь, вот моя проблема, вот нужда, Господи, помоги. Вот эти проблемы, эти нужды, да, наш взгляд, держит здесь, близко к нам, и они не дают нам видеть дальше. А осознанное посвящение позволяет тебе видеть дальше. Ты знаете, вот через эти нужды, через эти проблемы начинаешь видеть дальше. И Бог тебе начинает открывать какие-то свои воли, свои планы и так далее. И вот у тебя понимание уже меняется. Вот у меня было такое понимание. Поэтому, когда ты молишься, не только молись за решение каких-то нужд, но и молись, чтобы Господь дальше тебя направлял. Господи, покажи мне свою волю, куда мне идти, что ты хочешь. Будь таким человеком, дальновидным. И это угодно Богу, это желание Бога. Когда ты переживаешь не только за свои нужды, а ты переживаешь за желание Бога, ты переживаешь за мечты Бога. Богу это настолько нравится, что Бог приходит и начинает разбираться в твоей жизни, даже если ты не успеваешь просить об этом. Слышите, да, меня? Будь человеком не тем, который только здесь видит, а человеком, который далеко смотрит. Я это вижу в своей жизни. Работает 100%. Аминь. Пусть Бог вас благословит.